Доброго дня, сябры. Сегодня 10 травня 2020 год. Светлогорск, 12 годин, там несколько хвилин, 5 хвилин. Вот. На Светлогорску народ собрался голубов покормить, як і в минулые периоды. Вот, Алена, видать, что-то саме, все-таки харчеванием пришла. Доброго дня. Доброго, привітання. Не будем расповсюдживать феминизм. Забыла дома Иду в маске с белорусов. Я на улице снимаю, когда большое расстояние. Знакомая останавливается, я бы ее не узнала. Начни. А у нее дочка в Бельгии, она только приехала из Бельгии. Я так Ну все, туда. Агачуются. Я вам лепш розкажу, Сережа, вибачайте, будь ласка. Значить, про фільми давайте до наступного. Розповіду про те, що відбувалося ось опошнім часом. Значить, у ніч з 1 на 2 був моцний викид на заводе беленой целлюлезы, так? То есть, по сущности, то, на что мы тут збираемся. Можно комментарий небольшой? Я там живу, в том районе. У нас утром встали, машина белая. Ведаеце, што я вас попрошу, калі ласкай на будучыню усіх, хто тут прысутнічае. Калі вы будзеце бачыць вось гэты белы парашок, калі ён дасыпае, всімі магчымымі сродкамі, якія толькі яны, значыць, для вас даступныя, збірайце гэты парашок, мы будзем вельмі ўдзячныя за гэта. Таму што я, значыць, паглядзела на YouTube было відэа, где молодой человек со Светлогорску, значит, назбирал гэтага порошка, и, значит, мне просто цікава, куды ён гэты порошок, значит, дзеў, так? Альбо ён аддаў яго на экспертызу, альбо ён яго просто выкінуў, і я, шчыра кажучы, не зусім зразумела, ну, сэнс выкладвання гэтага відэа. Значит, каб показать, что тут отбывается, так и так уже вся Беларусь ведае, что тут отбывается. Двойчі, Якімова Слобода, двойчі выкликала галоўнага санітарнага врача, выкликали, значит, адпаведныя кантралюючыя службы, каб яны зрабілі заборы гэтага порошка і правялі аналіз. У выніку адказ быў вельмі прадказальны. Значит, яны не могуць яго сабраць, па-першае, таму што ў іх няма методык, па-другое, яны не ведаюць, што гэта, таму не ведаюць, як может, вы там где-то намешали, да? Так, што гэта такое. І ось апошні раз моцны такі выкід адбыўся ўжо на Светлогорск, прычым у розных частках горада. Не толькі там на пачатку, на Інтэрнацыянальнай, на Леніна, на Лесной, там яшчэ недзе. Людзі казалі, што такі парашок бачылі нават на пасёлке нафтавікоў. Разумееце, это іншая частка горада ўвогуле. Значит, і там было гэтым парашком усё засыпана. І, на жаль, атрымалася так, што тады надвор'е такое было, што пайшоў дождж, так? І, значит, як яно там змывала дажджом ці не змывала, но ведаю, што ў каментарах, у сацыяльных сетках адзін чалавек напісаў, што нейкай амывайкай ён не мог змыць. Так як дождж мог змыць гэты парашок, каб яго не набраць? Он после дождя, просто машина вот была белым так. Таким вот налетом. Но она это самое, мы тряпкой нормально смыли, он смылся нормально. Ну, сразу может, в разных местах разная концентрация. Хотя, вы знаете, я вот живу там, вот, ну, в район туда Лесной, да, вот улицы там. К нам как-то запахи вот редко. Они в основном идут по реке стелятся. Вот это вот все почему-то идет на эту сторону. Я вам хочу сказать, что смурод редко зараз отбывается, потому что ружа ветров такая, что у гэты час збольшага ветер дзьме у бок ракі, у бок Якімовай Слободы, альбо у бок, калі казаць, там Баравікоў, Сасновага Бора і так далей, у той накірунак. На Светлогорск радзей. На Светлогорска пачынае моцна днуць менавіта летом и ранняя осень. Вось улетку и ранняя осень. Значит, завод молчал. А сегодня уночы, у гадзіну ночи мне написала жыхарка Якімовай Слободы про то, что спать было немагчыма. Яны зноў запустили уночи древесно-падрыхтоўчы гэты цех. Там, говорит, визжала, свистела. Немаведама, што рабілася. Значит, зараз яны нарабілі шчыпы, будзе закидка, а пасля мы будем молиться на ветер, куды ён падзьме. На Слободу яны будуць задыхацца, альбо на нас, і тады будем задыхацца мы.
Ось про що розмова ведеться. Ну, вот такая вот В ситуация. прерывистом режиме так работает. Ён павінен працаваць у беспарафінным Так рэжыме. зразумела. А калі ён працуе ў беспарафінным рэжыме і на поўную сваю магутнасць, то вот гэтых пахаў быць не павінна. А калі яны з'яўляюцца, Это есть повод сказать, что мы не на полную мощность. И Конечно, Ну, просто вопрос в том, здесь только леса набрать, чтобы он на полную мощность. Хотя я это счастье, что не на полную на работу мощность, чтобы езжу, леса не было. как президент даже говорил, что любая щепка пойдет. Однако щепки почему-то остаются в лесу, а везут цельные бревна, да, под короедом. Вырубается лес, вдоль дороги оставляется, а внутри идет вырубка. Да, всякий мусор полно в лесу, очень много. Конечно, сколько и всего, сколько много. Лес не чистят, а бревна хорошие. Может, по технологии это зручнее. Потому что он на щепках не заработает. Потому что щепка и сгорела, а дрова будет долго. Скажите, а давно у вас это вот вы говорили, Ну вот где-то в районе 1-2 мая вот так вот было, когда вот это вот, да, в начале. Это было на муке. Ну просто налет белый был, да и все такое вот на машину. вы его смывали как-то? Обычно смыли, да, тряпкой смыли. Калі відэа зараз просто ёсць інфармацыя, якая не для відэа, не для апублічвання. Таму калі можна прыпыніць. Толькі там калі згребаць. Нават ведаеце, што мне сказалі? Нават так, можна браць ватныя, так, вот это можна браць ватныя дыскі. Ведаеце, касметычныя вось гэтыя кругленькія дыскі, так? І гэтым дыскам просто націраць гэты парашок, націраць. Калі ён не націраецца ў нейкую ёмістасць, то хаця б пакінуць у пакеціку вось гэтыя дыскі, якія вы праціралі, таму што з іх таксама, да, і таму гэта было б вельмі важна данесці да ўсіх жыхароў горада і раёна. Калі бачыце такі парашок, зрабіце максімум, што можна зрабіць. Наколькі яго можна нацерці, сабраць, саскрэбці і... Калі не можа кантралюючыя органы дзяржаўныя зрабіць экспертызу, значит, тады будзем мы рабіць гэтую экспертызу сваімі уласнымі сродкамі, намаганнямі. Ну, государство даже если сделает экспертизу, оно уже, сами понимаете, какая будет. Мы все разумеем, ведаеце што? Мецілмеркаптан вымеряет завод. Так? Перыядычна ў іх на сайце з'яўляецца інфармацыя пра тое. Максімум, што яны паказвалі, это 0,05. Да, 0,05. Значит, адзінак, а які смурод? Ну да. Зразумелая справа, што яны ніколі не скажуць, што, ну да, ёсць перавышэнні. Нема ў іх ніякіх перавышэнняў, то і все добра. Голуби, и корм для голубей, и дети, и молодежь, и велосипеды. Мало, хотелось бы, каб было больш. Але што рабіць? Не то сказано, что мало. Ну да, в прошлый раз больше было. Ну да, прошлое. Нет, может, Хоть не намного, но подтянутся. больше. Нет, да уже. Я уже опаздывал, я уже летел за бегом. Уже лечу, думаю, Давай посмотрим, Я закончила. Нам же надо собрать побольше. Расповести про чехов, про словаков. Я вторая на Иди сюда. потому что сегодня немножко подтянут. Иди сюда. Нет, ну пугали задержали. Хотя после задержания все. Пугались, да. Задержали ребята, Тихановского тоже задержали. 15 человек в Бобруйске, здається, так? 15-19 уже після. Вторник вечер в разных городах 29 человек сидят в ВС, типа 29, да? Вот после Тихановского и началось. А папа съел дельники сестры, что молодечные, у Жлобине, у Мазыры, у там, Лидия, Лида, Гомель, по всей стране, да. Орса.
Ну, Менск, конечно. Просто боялись. Сегодня, да, я бачу, что побоялись. Как озвучили, когда выборы, и все началось еще. Да, до речі, я ще Выборы шанс. озвучили, а результаты забыли, да, уже? Я Можно было бы результат написать уже наперед. Уже бы написали, все поняли. Можно я одно слово скажу? Сомова Анна Павловна позвонила и сказала, что давайте организуем ответственных, ну это ее слова я передаю, когда выпадает порошок, чтобы они уже знали, что надо собирать и ехать, чтобы не было команды, чтобы они знали. Ну как это организовать? Я не... Нет, ну, это ведаете, надо, что? это можно спонтанно, это не надо. Я думаю, да. Про соціальні сітки треба дати об'яву про те, що люди, коли ви Значит, бачите цей порошок, пожалуйста, да. будь ласка, збирайте і принесите у Чтобы не неделю на ждать площадь, потому что какого-то следует приказа, а соблюдать. чтобы они знали, Конечно. что это надо собирать. Попросити, наприклад, ту ж саму Ганну Павловну, чому б їй не побити на Солізі, чому б їй не взяти. Нет, треба когось з машини, щоб мог під'їхати. Вот Белограбан, у них эти щиты, и на них до сих пор лежит этот порошок. А вы видели недавно, да? Я вчера снимала видео. Он лежит. У них коричневые щиты защиты. Ну, то есть бортики. На них лежит. Ну, так нельзя выделить. Вот на Пользоваться Белограбанке вот здесь. Вот этот вот магазин. Да. Это рядом. У меня Этот маска порошок есть до сих одна. пор лежит. Сейчас Он уже смешался. Была бы прямая трансляция, уже Минфин собирали его сейчас. Это не прямая трансляция, да? Не, не збирали бы. Пошли мы вашу поддержку, конечно, но ребенок у меня. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Дякую за те, що були з нами. Всего доброго. Ну так что, тут рядом со Ну, рядом сходим, да? Сходим посмотрим. Даже хотя бы сфотографируем и посмотрим, что там. Ну, надо повытирать все-таки. Сейчас можно видео Хоть снять, что что-то. там что-то Андрей снять Николаевич хотя пока бы. тут в городе, он будет на Менск ехать, отдадим ему. Поможет, не поможет, что там будет. До речі, ще один чоловік же казав, що ён таксама можа пасадзейнічаць, каб перадаць Мінск. Так. Ну, менавіта туди, куди треба, каб зрабілі экспертызу. Либо они еще готов 40 у нас побыли. Как вот белорусам они более лояльно как-то относились. Болторусишка меня все звали. Болторусишка. Когда распался Советский Союз, они лучше. Года два лучше. Тихо. Выжидаем. Певно. Сколько он Кремля стоял? Експертизу вони можуть робити місяць, наприклад. То оцінюється, що Меня только что забрали на границу. Сейчас ответа никакого не дали. Приедьте, заберите на границу мне. Ну от бачиш, а мені зараз, ось я так чекаю 23 травня, я думаю, що до того часу вже повинні будуть мені нечто повідомити на техніки, яку не забрали. Тому що працювати, мені треба працювати, а мені нема на чим працювати. Ой, Віктор прийшов, як файна. Ой, Виктор, привитание. Привітання. Ну ти малайчина, ти... Ну, пасарам. Ну, пасарам, стоп таракан. Таракан. Ну, пасарам. Ну, пасаран, малайчина, Віктор, хто прийшов. Я вже не стала тобі, поважаючи твоє право на самоізоляцію, но ти зрозумів, обстановка такая. Да, обстановка такая. Так, а что с выборами? А что выборы у нас? Уже все известно. Ты хочешь остановить? Инициативная группа у нас есть, да? Ты записывался куда? А? Если руки вот обрабатывать, на видном Слушай, а что если Сергей Тихановский проект Кремля? Есть же такая идея, да? Ну, аж это и есть проект Кремля. Проект Кремля. Немагчыма взять шмат грошаў, здымаць шмат роликов, Да, ездить он по всей полностью- Беларуси и где-то гроши брать из каких-то закромов. Если он был так крутой предприниматель, там рекламу делал в России, в Москве, видно, ему отвалили большой куш, чтобы он тут...
был Знаете, это. это ж вроде как это можно допустить, но с пустого места это что же все не началось? Началось это с того, что он хотел вроде бизнес здесь начать. Купил же недвижимость, вот не пошло, не пошло. Не, ну, Начались поборы вот эти вот все. перше ж початково, ён же ж сам не з Гомель... пустого места. Ні, так ён же ж сам Гомельський, так? Да, Так, да. Ну, у него вот. хата в Минске, да, есть. Вот. Ну То так есть у него раскрутиться, знаешь, это фирма вот у него якая-то медийная была. Ну, ёсць была, единая, да? да. Вот, то есть он человек из этой сферы. Когда он приходил на рынок Беларуси, то першопачаткова казалася як, ён прыйдзе Все на нормально. YouTube з момантам асвятлення нейкіх падзей. І будзе гэтым зарабляць. То есть хочаш прапіарыцца на канале Тихановского, заплаці грошы, он прыязджае, здымае ролик і все. То есть прадпрымальнікі які-нибудь, які яшчэ што-нибудь. А вот эти вот распавяданні першапачатковыя, якія ў него былі, да, ну он пачаў гэта распавядаць, потым зразумеў, што на гэтым можна хайп зрабіць, зарабляць грошы і пачалося. То есть, калі паглядзець до того, як появилася страна для жизни, у него там ВКонтакте все было только семья, там фотоздымки, семья и все остальное. То есть працы там не было. Потом начинается страна для жизни, у него там на ягоных сторонках идет только страна для жизни. То есть ничего другого у него нема. Ну, так и нормально, это то, чем... так вы его обвиняете? Не, никто не Мы размаўляем про то, что ці з'яўляецца человек, ну да, ці можа з'яўляцца гэты человек проектом Москвы. Ну да, смотрела. То есть, Он ну, объяснял, почему он все это начал. Потому что со стороны властей начался беспредел, это поборы бесконечные. Дай нам то, за электроэнергию. Начинает Да. иначе Это же не думать с пустого и все место. Ну, Это всё- глядите, есть же вот тут недалеко Костричинский, этот, как там поселок, да, Октябрьский. Ну, районный центр. Там есть этот самый Рудобельская показуха канал. Никто не... Паук Андрей. или я? Да, Андрей Павук. То есть человек, он здымае постоянно ролики, у него выходят постоянно ролики на ютубе, и в выніку он освятляе нейкі момент. Некую, ну, Да, то есть региональная новость. Ён пайшоў у апозіцыю, і ён займаецца сваёй асвятленчай апозіцыйнай дзейнасцю. Ён турбуе іх райвыканкам, ён турбуе кожнага, хто там што-то да, не так робіць. То есть ён гэта асвятляе. Тихановскі же ж на гэтым усім падымае нейкі піар. Піар в першую чаргу свой. А калі паглядзець на ягоныя ролики, то есть я быў падпісаны на канал Тихановского, потым адпісаўся. Адпісаўся чаму? У него стрим пачынаецца, стрим по 2-3 штуки в день. То есть человек, які займаецца праглядам ягонага канала, яму трэба постоянно быць, то есть зацікаўлены, да, постоянно быць на это само, да, и вот стрим. Стрим пачынаецца, а які стрим, што стрим, ніякіх не абвестак, нічого, просто спонтанно. І першыя 15-30 хвілін у яго што гучала, як і у нашого кіраўніка, дайце грошай на канал. Для развіцця канала дайце грошай. Дайте гроши, я хороший. Да. А потым навошта нам яшчэ адзін чалавек, які будзе казаць дайце грошай. Той крычаў дайце грошаў, не будзе рэвалюцыі, да, всем вядомая фраза. А ты дайте грошей, будем развивать канал. Понимаешь, он конкретно спрашивал, на что они нужны. Вот когда именно на автодом, допустим, собирали, он говорил, на что. Вот мне нужно, допустим, на автодом, чтобы проехать по Нет, стране. ну просто человек, Выявить эти проблемы. человек один из всех блогеров, который вышел на уровень всей страны. Как Вот бы. именно, Вот он только охватил он. всю страну и пошел по всей Чтобы стране. охватывать множество таких Либо проблем, это естественно, специальный ход такой продуманный, конкретно. Либо вот такой человек масштаба, понимаешь, масштабный человек на всю страну. А где гроши взять? Вот питание, откуда гроши? Да, так я и говорю, что возможно проект Так Москвы. немагчыма Там это- миллионы долларов. Это немагчыма, это хутчэй за все. Вероятность того, что Тихановский проект Москвы, это 90%. Если исходить из этого, то просто... Ну, Еще сделать один субботник. я вам могу элементарно на паперке написать, колькі прыкладна каштуе дзень яго працы, да? То есть оператор, кіроўца, монтажер, плюс ён. Яму ж тоже ездить трэба. А поехать с Минска в Мигилёв, с Мигилёва в Витебск, с Витебска в Гомель, это
Коля 1000 километров в день. Я немножко, подождите. Это не тысяча. У человека есть Ну, Коля, предпринимательская Коля. жизнь. 600 километров по Ну я поставил в этой на Статкевича, больше не на кого. 400 километров по Светлогорскому и Витебскому. Это не обсуждается. Вот вам Даже почти не 1000. обсуждается. Если бы он был, я бы тоже за А Сергей Статкевича Тихановский на него не тянет. Даже однозначно. Северинец и то. А северинца я перестала уважать. Северинец это второй кандидат. И раскручивать его можно на будущее. Обиделся, он обиделся. Зачем нам такой президент? А Тихановский, он, смотрите, он настолько предприимчивый, малый. Так Статкевич тоже не участвовал в этих пиарах. Вот, Он правильно. тоже не участвовал в этой... И этот Губаревич, это вообще что-то непонятное. Нет, Каково нормальный, ваше он задание? был раньше в Белорусском народном фронте, но просто я не знаю. А что у вас такое происходит? Любой человек лучше Зустрілися Лукашенко. сябри, розмовляють. Любой вот из нас лучше Лукашенко. Голубов кормим. Любого. Вот. Долучайтесь. Любого. Вот надо где кормить и меня, он выражаться. его, любого. Только терпеть можно. Да. Боимся всего. И просто он побудет 4 года или я, и так и отдам всё. эту власть ради Если Бога, кто забирайте. писал, Лучший человек. Приходите по Нормальный парламент выбрал, а я буду ходить, встречать гостей, пить с ними, гулять, презентовать. Республика Беларусь, ура! И все. Это звучит гонорливо. Одни понты. А пусть люди работают. Законы принимают. Нормально. У нас даже, у нас в Светлогорске даже нормального депутата не могут. Вот опричники только пригнут. Да. Я зовсім не Ну не соромлюся. выбрали, когда было возможно в 90-м году выбрать Тельмана Маслюкова, наставника и директора школы, выбрали Якобсона. Вот и все. Я зовсім не Коммуниста соромлюся того питатися. самого. Ви- Неполноценный народ, они не могли даже У нас, нормальный у момент нас у выбрать. Беларусі немагчыма выбрать кого-нибудь наогул. Чтобы выбрать кого, так вы говорите. Для этого надо не бояться, а смело выходить. И говорить про это. Организовывать. И говорить, А правильно? то, что было и не сделали, это уже все прошло. Это уже все, оно Ничего не прошло, добрый день. А сегодня, понимаете, до сознания человека не донести. Это уже целое поколение. Родителям В интернете видел? не выходить. Выборы, если будут, людям похер кто. Вот, лишь бы вот поставьте рядом коня, говорит, и Лукашенко, люди коня выберут. Все равно. Коли будуть вибори, Если честные выборы, да, если честно, конь победит, все равно. Поэтому надо уже Это коронавирус еле-еле вот вообще, как она и сказала, что вообще наблюдатели не нужны, они никуда не приедут. То есть это дома через интернет проголосуют и все. То есть туда приходить не надо. Им просто напишут. Да, или напишут, что вот, пожалуйста, выбор прошли. Значит, перед этим сколько тебе писали? Пиши 90. Поэтому это смешно слушать. И эта страна докатилась до такого, что это уже ну все. В 10 раз лучше уровень, не проиграли войну. Добрый день. Пускай не приоритет, надо объединять. Сегодня вы разделили почему? Побольше. Когда человек общается больше, тогда можно и лидеров, кого угодно выбрать. А если нас поспокойнем, да поразгоняли, и все, слова не скажи. Доброго дня. Так вот давай. Это самое. Меня Алексей зовут, да? В Одноклассниках, там, сябруем. У меня как бы маленький проектик такие есть. Обнарковое питание, всем как снимать маленькие ролики, ну, про Жихаров Светлогорск. Ну, конкретно. То есть, ну, как бы Светлогорск не пиарится вообще, как бы. Нет, кроме вот такой подеи, что получается, что борьба супродзавода, там сам завод, да, вот, нема. И как бы нормального какого-то блога, там, видеоблога, то есть, ну, так само нема. Вот. И
как бы яго зусім няма. То есть, калі паглядзець побач Октябрьский поселок, да, то там есть Рудобыльская показушка, которая постоянно там это, гучить как-то. Вот. И есть идея почать, как бы, чтобы Светлогорск так само гучал. И как бы, вырашил снимать такие ролики про жихаров Светлогорска, как бы, скажем так, отметных, да, то есть кто там как-то проявляет себе, то есть не то, кто там ходит на працу, а кто заявляется предпринимателем, кто-то что-то зробил, а кто-то заявляется каким-то там активистом вот Калена. Питание учите, сгодитесь поудзельничать в проекте. Как бы смотри, Алексей, я свою позицию высказываю, но они, может, в какой-то мере будут расходиться. Твоя, моя. Нет, питание же не в том, что позиции расходятся, не расходятся. На то и как бы... В принципе, все можно, но немного у нас, понимаешь, как бы я гляжу на твои некоторые взгляды. У меня немножко в другой стороне. Нас, может быть, объединяет общее, это вот этот завод объединяет то, что вот этот человек, который уже сколько там, 26 лет занял эту власть, не должен у него находиться. Это объединяет. А какими способами, как и в какую сторону идти, вот здесь я гляжу, у нас периодически какие-то, может быть, нет, так тут же питание, на то, вот... Я тебе сразу скажу сразу, я сам по себе, я русский сам по себе, я с России сюда приехал. И я вижу себя, я против того, что сделают всей власти, в том числе и в России, тем же там Путиным, всеми этими гадками. Но я больше в какой-то мере вижу себя в объединении с А насчет пенсионеров я вам скажу. как бы у вас, может быть, немножко идет Пенсионеры должны быть. Они страны просрали и выбрали этого типа. Хотя я ничего не имею против Запада. Выбрали пенсионеры, так Варшаве, понимаешь? Знову таки, підходимо к тому моменту, що кожне міркування, воно повинно бути міркуванням. Тобто, коли два чоловіка з одним міркуванням, то вони не потрібні. Никаких вопросов. Если Вот. никаких проблем. Я про то, что как бы, Я понимаю. у нас года там может зняться видеоролики, то есть на хвилин 15, не так шмат часу, там розповісти про себе, про діяльність, Зенон Поздняк, про жизнь. Зенон Поздняк сегодня почитал Шушкевич. Шушкевич То есть, ну, добре, ну, то есть, там уже, грубо кажучи, это самое набирается. Пойми, что почему у нас может быть такая разрозненность идет, что у нас Потому что не может та же оппозиция, которая против действующей власти, найти какое-то общее решение. Потому что на данном этапе для того, чтобы этот человек ушел и не поганил эту жизнь в этой стране, должно быть какое-то объединение. У нас не могут даже между собой с этим смеются, над этим даже со стороны где-то и постоянно прикалываются, смеются и не ставят серьезно. Понимаешь? Но это не поэтому, потому что шмат оппозиции проплачено то же самое. да, так Знает, кто постоянно пену пускали за Лукашенко. Тот же самый проект «Говори правду», да? Предатели, да. Пересекался с Они враги хлопчиками, белорусского которые там, народа. получается, они взаимодействуют. То есть с Андреем, там, их керівником, старшиной их проекта. Правда, это не Кляева, Ну, да, был там Никляев лидером, зараз Короткевич была, и зараз Андрей. Вот. Ну, как бы, я так поглядела деятельность, ну, как бы, да, там, ну, шмат чого не подобалося в плані, там, как бы, піара, да? Вот. И потом с тягом часу пришел к моменту, что любой проект, он каким-то проплачен. И вот, конкретно «Кажи правду», да, «Говори правду». Вот, и он хотел за это проплачивать. Там его помощник, ну, какая фамилия была? Дмитриев, нет? А вот Андрей Дмитриев. Ну, это человек абсолютно. После того, как он себя повел после задержания в 2014, когда эти выборы были, ну это ж... И после этого оказался на плаву. Это первый, который их там на камеру сдал всех, кого только можно. Если вспомнишь эти события, которые были тогда. Ну, опять же, вижу, у тебя свое мнение. Я не памятаю 2014 год. Когда выборы, подожди, в 14 или когда всех на площади, когда на площади, это вообще 10-11, Ну, там, когда на площади они все шли, когда Никляева задержали, когда самые большие события. Вот после этого посмотри про него, как он себя повел. Ну, нет, ему я, честно говоря, Сам по себе никакой патриотизма такого
Так вы не все русские, ты хоть одну белорусскую школу открыли в этом городе. Оно не откроется и никогда нет. Ни одной белорусской школы еще. Может быть, скажите, я чего-то не знаю. Они боятся, блядь, что школа белорусская, люди на белорусском. Почему? Есть проект это самое общество Гомель, зараз они переименовались реально Беларусь, да? Вот. А Артем, этот Шабаш, он, получается, какой-то период был выпустил ролик. Я потом шукал этот ролик, я так и не знайшов. Мне чему Артем, ну, как бы, импонирует, да, подобается, несет информацию, которая обґрунтована, скажем так, да? И он поднял такой момент, что Тихановский вот был спокойно, то есть он где-то занимался какой-то деятельностью, у него там фирма вроде как бы, да, ну, информация такая. Потом он появляется в Республике Беларусь, хоче развить бизнес, как бы, да, информация такая. Вот у него не получается, он начинает рассказывать про, ну, как бы, про то, что он не рассказал. Ну, во всяком случае, сейчас он очень много чего сделал полезного. Вот, он Очень много чего делает полезного. Больше, чем кто-либо другой. Он, получается, входит в это самое, как бы в оппозиционную часть влады, да? Вот. Ну, как бы это зрозумело, что человек хочет идти по какой-то нормальной стежке цивилизованной, да? Вот, ну, нигде никому не даются. Вот. И у него, как на медиапросторе, появляется идея продвигать рекламу в Ютубе. То есть это, ну, озвучивается люди, которые гомельские, там, которые заняты на медиапросторе Гомеля. И они розповідають, що приходить нікому невідомий чоловік і каже, давайте створимо контент, и на этом контенте будем зараблять гроши. Его послухали, говорят, да, идея классная, но это повинно быть не так, что, как ты кажешь, это повинно быть трохи по-другому. И коли поглядеть, в принципе, да, то есть, ну, большая часть блогеров, ну, взаимодейничают экономически, да, ну, его, скажем так, трошки не кранают. Демократия оттуда надо. Вот, то есть я Андрей, а тебя кто? Выбачайте, а тебя кто? Человек было вечер. Вот тут на вечер приходило 1000 человек. Ну, твои справы, вот когда тебя на площадь тут забирали, когда марш недовоедов, кто тебя судил? женщина какая? На вечер приходили 1000 людей и выбирали себе. Ніцарук? Не, Капцарук, я бы его... Короче, яны перекинули справы все, політичні, Царуку поставити. Давайте. Я вот просто намагаюся еще взять тортик, да сходить до их у гости, что к одному, что к другому. Если бы он не можно было сказать. І, то есть, він почався такий момент, що він почав на цьому заробляти гроші. Тобто, зрозуміло, що канал повинен розвиватися, і гроші потрібні для розвитку каналу. Купити те ж саме обсталювання, купити те ж саме... Ну, моє особисте міркування, це повинно бути, скажімо так, не на більш на доброчинній основі, чим на більш примусовій. Тобто, починается стрим, да, не обвешено ни что за стрим, ни про что стрим, ничего стрим. Покуль набираются глядачи, Вы вот сюда вот возьмите. хвилин 15-30, він розповідає щось, і за эти хвилин 15-30 по 10 по 20 раз звучить. Подписывайтесь, заходите, давайте гроши. То есть, ну, Лукашенко колись сказал, давайте гроши, не буде революции. А в Древней Греции Причем, ну, это, скажем так, не так прикрыто. То есть, ну, на моем міркуванні, это не вельми добре. Не надо поднимать выше тому, Вот. что там. Коли ты занимаешься что какой-то народ деятельностью, ты безграмотный. можешь Его различивать на не доброчинность. надо вот этим Но доброчинность вот какой-то Ему надо объяснять там, просто обвесил, доходчиво и ясно. сродков на Что вот? платформе, там, Жить, по-моему, на Улі. нельзя, да. Вот То и есть всё. першопочаткові ролики, які у його були, там, про Он Улі не здимав, поймет там, ще про никогда. щось. Я не веду, як вони здималися. К этому надо. За оплату А к этих этому надо роликов, что? чи не за оплату? Надо же его То есть, может, первые ролики он просто снимал. Но першопочатково было им заявлено, что створимо платформу, розпіаримо, і потім ми будемо заробляти гроші. Тобто предпринимальнику, хочеш, щоб тебе попіарили, приходиш, гроші платиш, не тебе знімають. А потім, видать, у нього він зрозумів, що можна гроші заробляти на вот этой політичному моменті, і почав політично. І у нього пошло на тому
на тим моменті, скажем, Что-то зарабатывают. ні, я ж не супроть заробляти, кожен потрібен, ну, необхідність у чоловіка є, люди повинні заробляти. Но яким путем? То есть пиариться, потом сказать, а давайте-ка я буду президентом. Ну, то есть на хайпе каким-то это самое. И поспробовать вот, попиариться. Все. То есть, ну, я, наприклад, я розумію, що і на гэтых виборах нема сенсу йти там, кандидатом в президенты. И вот эта вот оппозиционная частка, которая сказала, что давайте берем одного кандидата, там, да, и Северинец там перемагал. Да? Вот, и вони якби хотіли зробити одного кандидата. Ну, треба ж це саме. Розуміти, що всі ваші дії будуть не те саме. Всі ваші дії будуть напрасні. Ви тратите гроші зараз. Ви вернете впереді час. І вона зараз є. Ну, просто нема того чоловіка, який би гроші потратив би не на то, щоб, грубо кажучи, что это не на выборы, да, а потратил бы гроши на организацию мероприемства, митинга, на 100 тысяч человек. Да, там, значит, где они там повинны проводиться. Вот и все. То есть починать треба з малого, коли починався вот этот канал Мосгон, то много хто выказывался, что о, давайте типа повстанем, давайте акции проводить. Но мало кто разумеет, что для того, как провести акцию, треба взять на себе отказность в первую чергу и принять в той момент, что мы прийдем, и нас посадять як мінімум на двоє-троє суток, поки до суда мы будем сидеть. Да? Вот это вот мало кто разумеет, и мало кто берет на себе отказность вот в этот период. Ось. І казати, що от давайте. Ну, давайте очинимо платформу, зберемо гроші, обвестимо, що у нас буде мітинг і організуємо правильно мітинг, щоб нікого не затримлювали. А то, получается, вот Владимиром приходит и говорит, что палево дорожеете, что палево не дешевеет. Да? Чому це не зміняється вверх, а не зміняється глобально вниз. И получается, что ну, нема на дадений момент в оппозиции такого человека, який бы взял и организовался. То есть я сустракался с хлопчиками, которые вот Коля Куропат там где поедем, наверное, да? Вот. Я запитываюсь, ну, как бы уже час прошел, вы змагались, стоите, все равно побудовали. Как бы, ну, сенс стоять, когда уже все отбылось. Я говорю, ну, мы пильнуем для того, как все-таки пильновать, как ничего больше не отбылось. Ну, и у них позиция такая, что все это неправильно, и мы отстоим свою позицию, что это неправильно. То есть, ну, позиция их не зрозумела, ну, подтримливать, не подтримливать, это уже кожен будет выбирать. Вот. В этом моменте, по-моему, хлопчик Кот из Барани, да, Шерый Кот, вот, из города Барань, мне сподобалось, когда его там затримливали. Он один, по-моему, из всех, кто затримали, сказал, да, я пришел на вот это мероприемство для того, чтобы выразить незгоду с деньгами. Один человек, можно так сказать, вот этого человека можно ставить кандидатом в президенты и выдвигать как одного кандидата супроть оппозиции. Вот за его бы я пошел бы проголосовал, который берет на себе отказывать. Ладно, будем смотреть, что он дальше будет. Ну, что, будут выборы. Лукашенко сам себе берет. Вот и все. Ничего особо не меняется. Да, ничего не изменится. Говорят, надо еще переболела, тогда русский иммунитет. Чтобы, наверное, домой выехать. Справа.